Как вы думаете, как искусственный интеллект повлияет на вашу профессию? Ну, конкретно на мою профессию влияние искусственного интеллекта, я думаю, будет довольно ограниченным. У меня финансовое образование, и я хочу работать в инвестиционном банкинге. В чем суть инвестиционного банкинга? Да в том, что люди, по сути, организуют, сопровождают и помогают заключать разным сторонам, тем, кто продает и тем, кто покупает, доли в компаниях и, ну, в принципе, целиком компании, или помогают разделять и соединять самой компании, или же привлекать финансирование. Вот. И конкретно, если говорить, то функции сводятся к тому, чтобы что-то считать, анализировать рынок, ну и не только. Ну, в общем, много чего анализировать и выбирать какие-то assumptions, предположения. Вот тут самый такой проблематичный для искусственного интеллекта момент, потому что огромное количество малозначимых каких-то таких в чем-то прозрачных факторов нужно учитывать для того, чтобы правильно подбирать эти самые assumptions, и от них очень много зависит. От оценки компании. Вот, также невероятно важно уметь коммуницировать со всеми сторонами сделки, потому что это зачастую очень долгий процесс, в котором огромное количество сторон, вот, то есть там и аудиторы, и юристы, и так далее, и тому подобное, и как бы со всем этим, ну, особенно с коммуникацией между людьми, искусственный интеллект на протяжении еще долгого времени будет хуже справляться. Ну да, я соглашусь, что самое главное — это взаимодействие человека с человеком, потому что это особо незаменимо. Но ведь всякие вопросы анализа при развитии технологий, в принципе, можно предположить, что это все может быть заменимым. Но конечные выводы делать, вот, и причем учитывать всю картину целиком, для этого нужен именно человек, особенно человек с опытом. То есть важно на основе уже способности этой новой технологии делать выводы. То есть не просто отвергать ее и ждать, пока она заменит, а взаимодействовать с ней активно и внедрять эти технологии в вашу работу. Безусловно. Как вы думаете, как искусственный интеллект повлияет именно на вашу профессию? Всем привет, меня зовут Алмаз, я учусь в МГТУ имени Баумана на специальности конструирования электронных средств, то есть это электроника, схемотехника. Я думаю, что в будущем искусственный интеллект поспособствует автоматизации большого количества этапов проектирования печатных плат, вот, таких как трассирование, подбор компонентов, вот, и в целом в производстве. И я думаю, с производства и вообще развития электроники благодаря искусственному интеллекту произведет резкий скачок в сфере электроники. Но что именно тогда будут делать люди в этой профессии? Что будет оставаться за людьми? До сих пор производится большое количество открытий в сфере электроники, находят новые материалы, которые улучшают качество процессоров, компьютеров, телефонов, и внедрять это самостоятельно искусственный интеллект, я думаю, еще долгое время не сможет быть способен. Вот. Заниматься этим предстоит человеку. То есть создавать что-то новое, что не было раньше? Да, создавать, исследовать и внедрять. Поскольку моя работа географическая часто связана с перемещениями, с поездками, путешествиями, я думаю, искусственный интеллект, в частности автопилот, будет прямо замечательной технологией, которая позволит не только ускорить все эти перемещения, но и избежать всех этих аварий, которые происходят из-за какой-то человеческой спешки. Я недавно наткнулся на видео, где просто машины по глупости водителей врезаются друг в друга на обычных дорогах города Москвы. И когда искусственный интеллект, который сейчас, например, развивается у Теслы, будет внедрен во все автомобили, когда водителю не нужно будет париться о том, как перестраиваться, все машины будут как бы думать вместе, то пробки в Москве исчезнут. Я на это надеюсь. А что насчет его влияния именно на сам процесс работы, на анализ данных, на обработку, на выводы? Как именно повлиять на ту работу, которую выполняет географ, а не просто на перемещение? Скажу честно, у географов есть у многих проблемы с вычислениями, с обработкой больших массивов данных, и для этого приходится обращаться либо к специалистам, либо просто делать вычисления на очень простом уровне. И если появится возможность с помощью технологий, искусственного интеллекта
запросам проводить все эти вычисления, то именно для географа будет большая польза, поскольку он все вычисления произведет, а самому человеку нужно будет как-то интерпретировать, приложить там на местности или на какую-нибудь социально-экономическую основу. Что именно в географии незаменимо никакими технологиями? В первую очередь полевой опыт. Вот экспедиции, если они будут проводиться машинами, роботами, то это уже будет не экспедиция, а просто как какая-нибудь добыча ресурсов на таком уровне, на промышленном, а именно сам дух всех этих поездок, всего этого ощущения от смены деятельности, от единения с людьми, близкими по духу, это незаменимо никак. Я сейчас обучаюсь на экономического социолога, и, насколько я понимаю, насколько я сейчас наблюдаю за развитием искусственного интеллекта, мне кажется, в общем, меня вытеснят. Потому что мы работаем с базами данных, мы работаем на таких платформах, как Excel, RStudio, SPSS, то есть мы вносим... Мы сначала, конечно же, да, мы взаимодействуем с людьми, но почему искусственный интеллект тоже... мне кажется, он сможет на таком же уровне взаимодействовать с людьми, в плане, что собирать информацию так же, как люди. Но есть, конечно, незаменимые отрасли, по моему скромному мнению, что вот, например, топики для этих исследований все равно будут придумывать люди. Актуальные проблемы выделять будут люди. Вот. Поэтому, да, все равно моя профессия в зоне риска, мне кажется. Но разве в социологии не важно взаимодействие, как говорят, face-to-face, то есть чтобы люди общались лично между собой, получали новые данные, например, глубинное интервью, не просто заполнить Google форму, а именно поговорить с кем-то. Людям все же пока что, я думаю, и в будущем будет приятнее и говорить именно с людьми, чем доверяться какому-то алгоритму. Есть такое, но это часть исследований, которые проводятся. Большинство исследований — это холодные звонки, и чаще всего даже мы заметили такую тенденцию, что люди больше доверяют Google опросам, например, потому что там ты не находишься под давлением чьего-то мнения, то есть ты не думаешь, вот сейчас по телефону разговариваешь, допустим, с сотрудником ВЦОМ и думаешь, вот как он отреагирует на то, что я сейчас скажу. Все равно у людей есть какое-то предвзятое отношение к другим людям. Вот. И мне кажется, в этом плане проблем не будет, в принципе. Глубинное интервью — это, конечно, круто, но мне кажется, это не катастрофично, если их заменят обычными опросами в интернете. То есть люди уже сейчас доверяют алгоритмам больше, чем другим людям? Как мне кажется, да. Как вы думаете, как искусственный интеллект повлияет на вашу профессию в будущем? Я буду работать в теплоэнергетике. И там есть такая штука, как АСУТП. Это автоматизация различных процессов. Если в двух словах, вот, допустим, есть трубопровод, да, там есть задвижка. Как делали раньше. Там люди, какой-нибудь дядя Вася или дядя Айрат ходят и крутят эти задвижки. А сейчас это все автоматизировано, и за это все отвечает искусственный интеллект. Думаю, дальше это будет еще больше развиваться, и все, что буду делать я, это сидеть за компом и просто смотреть на показатели датчиков на мониторе, и все. То есть человек будет просто надзирателем над тем, что будет делать автоматически? Конечно, да. Потому что человек, он в любом случае нужен, он до сих пор нужен, чтобы следить за всем остальным. Машина машиной, но мало ли там какие-то неполадки, поэтому всегда следить нужно, да. Доверяться всегда надо только на человека? В конечном итоге, конечно, да. Самая последняя инстанция – это человек. Так как я менеджер, искусственный интеллект во многом облегчает мою работу. В связи с тем, что на первом-втором курсе мы стараемся максимально пооткрывать стартапов, посмотреть, как работает на рынке и приобщиться к управлению в практическом плане, нам очень часто приходится создавать или использовать объекты, облагаемые авторским правом. В том числе изображения, фото, видеоресурсы, даже аудиодорожки иногда. И искусственный интеллект очень облегчает нам задачу сделать классный, красивый контент и при этом не затронуть ничье авторское право или не потратиться слишком сильно на создание бесплатного ресурса. То есть эти новые технологии облегчают процесс стартапов будет все больше и больше? Да, я думаю, что так, но также многие стартапы не выстреливают, просто повысится количество порог вхождения и количество стартапов новых, да, все правильно. И конкуренция, соответственно. Конкуренция здоровая, она в некотором виде даже очень сильно хороша. И я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Я, вообще-то, уважаемый программист, уважаемый в узких кругах, в своем личном, но как бы программист.
И поэтому искусственный интеллект уже влияет на меня очень серьезно, а именно я иногда домашки гуглю в искусственном интеллекте, ну, по программированию. Ну, и когда вот лень код написать, я тоже там пишу, там, типа, напиши за меня код, ну, я, конечно, программист, но за меня напиши. И пишу. Вот, так что очень полезно, очень. Что в программистах незаменимо никакими программами и алгоритмами? Скорее всего, новые идеи. Потому что все-таки модели, они основываются на старых данных, на старых идеях. А вот новые, чтобы новые идеи, это надо очень долго учиться, это надо развивать свой мозг. И пока искусственный интеллект — это пародия на мозг, а не мозг. А вот чтобы придумать что-то новое, нужен именно мозг, а не пародия, чтобы вот прям создать. Поэтому какие-то новые суперские алгоритмы искусственный интеллект, скорее всего, пока что не сможет. В будущем не знаю. Yaşnap yaşına giderse Yağmurlar balık uçurlar Dursa dalga karanlar Gözüm Vakitte seyler Sonlarındayız almi Vursa dalga karlar yağmur Maraminde düz almi Yükler küte seyler Sularındayız almi Hey! Olsa dalga karlar yağar Barra milletin salmi